Под репродуктивным здоровьем подразумевается не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушение ее функций и процессов в ней, но и состояние полного физического и социального благополучия. Сохранение репродуктивного здоровья молодежи является одной из основных задач современного общества. Формирование репродуктивного поведения молодых людей во многом зависит от социальной среды, в которой они живут, взаимоотношений в семье, со сверстниками и другими взрослыми людьми, использование средств связи и коммуникации, включая интернет, увеличивающиеся возможности для туризма и общения, наличие соматических заболеваний и заболеваний репродуктивной системы, также экологических, социальных, экономических и культурных факторов. Это все способствует более быстрому распространению как позитивных, так и негативных явлений в поведении молодежи. Молодежь и подростки в силу своих возрастных особенностей недостаточно учитывают последствия вредных привычек, влияющих на их репродуктивное здоровье. Всем доброго времени суток, уважаемые телезрители Сагдийского областного телевидения. В эфире очередной выпуск ток-шоу «Мой семейный доктор» и я, его ведущий Насим Аблозода. Итак, тема на сегодня – репродуктивное здоровье молодежи. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Прежде всего, я бы хотел задать первый вопрос для того, чтобы наши телезрители узнали, что такое вообще репродуктивное здоровье. И мы хотели бы, чтобы к нашим экранам вместе со своей семьей были подростки только свыше 14 лет, потому что тема нашей передачи требует этой возрастной категории. Пожалуйста, что такое репродуктивное здоровье? Репродуктивное здоровье – это способность молодой семьи зачать ребенка, то есть продолжать свой род. Во многом репродуктивное здоровье зависит от многих факторов. Одним из них являются родственные браки. Это может быть минусом репродуктивной системы. Другое – это может быть также условия, в которых живет молодая семья. Это может быть также еще и какие-то химические могут быть воздействия. То есть есть еще токсическая форма, вот бесплодие. Что такое бесплодие? Мы ставим диагноз бесплодия молодой семье тогда, когда год совместного брака у них не появляется ребенок, тогда мы говорим о бесплодии. Только спустя 12 месяцев совместной жизни мы можем говорить о бесплодии. Причем вот эти 12 месяцев семья должна быть вместе. То есть может быть и так, что вот он женился, уехал куда-то на заработки, его не было год, и вот спустя год он приехал, и ребенок... Это уже не считается? Это не считается. Считается только тогда, когда семья живет половой жизнью вместе, но спустя год у них детей нет, вот тогда мы ставим диагноз бесплодия и разбираемся, почему эта семья не может иметь детей. Вот тогда речь идет именно о репродуктивном здоровье, в котором должны быть здоровы оба, как жена, так и муж. То есть как девушка, так и парень, они должны оба обладать способностью иметь потомство. Если у кого-то из них есть какие-то отклонения или нарушения, вот тогда уже в работу включается или гинеколог, или андролог, и мы решаем эту проблему. Огромное спасибо. А с какого возраста начинается вот это репродуктивное здоровье или репродуктивный возраст, точнее сказать? Я работаю специалистом в медико-молодежном консультативном отделении, которое функционирует на базе областного центра репродуктивного здоровья, это в 5-й поликлинике. Там у нас, мы уже работаем в течение 10 лет, даже более. У нас обращаются молодежь, это ребята и, значит, девочки-подростки с как раз возраста 10 лет до 24 лет. Как раз-таки это то время становления, когда они должны осознать, понять сущности своего, значит, здоровья, что означает это репродуктивное здоровье. Мы оказываем услуги разного характера в плане оказания психологической помощи, оказания медицинской помощи, по вопросам планирования семьи, по вопросам предохранения незапланированной беременности, в вопросах репродуктивного здоровья, ну и так далее. Если есть какая-то необходимость, значит, связать их с узкими специалистами, мы даем им направление. Сейчас, на данный момент, в течение 2 лет у нас есть, значит,
договоренность с управлением, с отделом образования. Мы выезжаем в школы, в среднеобразовательные школы, значит, в университеты, в институты. И, значит, девочки с 8 класса по 11 класс, также студентки, которые учатся в институтах, значит, в университетах. Мы как раз проводим лекции по поводу репродуктивного здоровья, как сохранить, какие там имеются признаки, чтобы обратить внимание на свое состояние, в каких случаях срочно надо обращаться к врачу, чтобы сохранить свое здоровье. Ну вот это очень дает большой эффект, так как обращаемость стала большая, и именно вот молодежь, девочки и мальчики стали обращаться по поводу своего репродуктивного здоровья. Если их соматическое состояние, что-то их беспокоит, они стали заботиться о своем здоровье, обращаться, со своими родителями приходят к нам. Вот, очень дает большой эффект вот эти наши лекции. Спасибо. Очень хорошая информация. И у нас сегодня семейный врач. Это первая стадия, которая обращается население, да? А скажите, пожалуйста, а с такой проблемой обращаются ли к вам родители? Потому что мы говорим, что 14-15 лет возраст такой, что они даже сами не могут к вам обратиться. А вот родители чувствуют ответственность и спрашивают у вас про репродуктивное здоровье своих детей? Да, обязательно. Они сейчас очень, надо отметить, что продвинутость есть в этом плане. Уже перестали стесняться. То есть к нам очень часто обращаются в плане, как правило, обращаются девочки, да, с разными проблемами. Из них самая часто встречающаяся проблема – это анемия. Да, то есть девушки, девочки, желающие выглядеть красиво, соблюдающие всевозможные диеты, ограничения. Да. Ну и еще бич нашего времени – это, конечно же, питание наших детей, нашего подросткового поколения, связано с тем, что это увлечение фастфудами, увлечение это напитками энергетики, да, вот это часто очень встречается, поэтому анемия очень часто встречается, это практически 60-70% населения. И да, мамы уже понимают, что это вредит здоровью девушки, здоровью молодого человека, что надо обследоваться, что нужно готовить своих детей к семейной жизни, к тому, что предстоит избежать этой проблемы, которая называется бесплодие. Поэтому, да, для этого у нас проводятся медосмотры не только у нас в поликлинике, не только в государственном городском центре здоровья, но у нас проводятся углубленные медосмотры в школах. То есть, начиная с 5-6 класса у нас проводится обязательно с присоединением врачей, узких специалистов. Профилактика, выявление анемии, выявление заболеваний щитовидной железы обязательно. Также во время медосмотров очень часто осматриваются подростки на появление вторичных половых признаков. То есть уже, да, это эндокринология, уже этот самый. И, конечно же, уже с готовым предположительным, да, диагнозом потом семейные врачи отправляют по узким специалистам, да, гинеколог, уролог, андролог, эндокринолог. Вот это вот все, конечно же, является плюсом в нашей работе, что у нас есть медосмотры, что у нас есть поставлен такой поток, как лабораторные исследования, проведение всевозможных дополнительных, это МРТ, это УЗИ, плановые исследования, это обязательные исследования. Мы говорим о девочках, а у мальчиков как обстоят дела? Я думаю, что они более стеснительные, чем девочки, потому что папы их к вам не водят. Или водят все-таки? Как дела обстоят? Знаете, вот у мальчишек пубертатный период, скажем так, период становления от мальчика в мужчину, да, он начинается чуть позже, чем у девочек. Да, вот. И самое главное, не пропустить вот этот пубертатный период. Отнюдь есть заболевания, которые в начале пубертатного периода, они тормозят этот процесс становления мужчины. Такие заболевания, как ушной паротит.
вирусные какие-то заболевания, да, вот эти вот заболевания, они способствуют тому, что мальчик в дальнейшем, он получит гипогонадизм. То есть маленькие гонады, маленькие яички, которые не способны к воспроизведению спермы, да, и потом он не может иметь детей. Вот с этим нам очень тяжело бороться, но, слава богу, сейчас есть новые методы лечения, и мы как-то научились и с этим бороться, да. Вот этот пубертатный период, он у мальчиков есть, и в школах сейчас с 14 лет идет осмотр, медосмотр детей, как бы готовят их к армии. Вот со стороны военкомата идет осмотр, и вот там врачи, они выявляют какие-то нарушения пубертатного периода, нарушения становления мужчиной, и вот они тогда обращаются или к детскому урологу, или обращаются к нам, к андрологам. Соответственно, чем раньше будет это обращение, тем нам легче будет бороться. До 18 лет стоп-факторы, они еще не запущены, еще идет пубертатный период, идет гормональный всплеск, и на этом фоне мы можем как бы подхватить эту волну и довести становление мальчика в мужчину до конца. Но когда обращаются к нам, к сожалению, уже в 23, 24, а то и в 27 лет, тогда уже что-то делать очень поздно. Отнюдь у нас зачастую винят девочек. Ее вводят по врачам, и только когда уже многие врачи говорят, что проблем у девушки нету, потом только берутся за парня. На самом деле, по статистике, 45% в бесплодии есть вина со стороны мужчины, и только 55% женщины. Вот эта вот статистика, она не только по Сагдийской области, это и по всему миру. И 45% виновниками бесплодия являются именно мужчины, то есть почти половина. Поэтому самое главное нам, родителям, периодически, вот начиная с 10-12 лет, особенно мальчишкам, которые страдают ожирением, у которых не ломается голос до 12-13 лет. Если вы заметили, что у мальчика голос все еще не поменялся, у него все еще фальцетный такой голос, да, мальчишеский, то стоит на это обратить внимание. Да. Также у ребят, которые, допустим, к 14-15 годам, еще у них оволосенение не пошло по мужскому типу, плечи не выросли, у которых осталась вот эта вот ромбовидная фигура, надо уже бить тревогу, надо уже потихонечку взять мальчика, привести к андрологу, пройти через обследование, и тогда доктор, он поможет, тогда доктор, он возьмется за здоровье. Спасибо. Ну, самое главное, это мы в каждой передаче говорим об том, что вовремя надо обращаться, потому что раннее обращение и выявление любых заболеваний, это, конечно же, очень хороший исход и лечения, и для вашего здоровья. Вот как дела предстоят у вас? Вот в центр приходит, это же и пары должны приходить. После того, как мы начали ходить в школу и проводить лекции, мы стали понимать, что, будучи еще молодыми ребятами, девочками, которые еще не вступили в брак, проблемы уже возникают. Сейчас в силу опасения у родителей, в силу строгости некоторые, в силу того, что очень много информации, и молодежь не может ее правильно проанализировать, появляются какие-то определенные страхи, либо общения вообще никакого нету, то есть никакого общения здорового, естественного между противоположным полом. Но мы указывали на те моменты, что, в принципе, здоровые, нормальные отношения в плане беседы, каких-то совместных мероприятий проведения, это обязательно должно быть, потому что чаще всего, когда мы начинаем беседу вести с молодыми парами, с проблемными молодыми парами, которые приходят по поводу бесплодия, у них очень много разладов в семье. Весь вопрос встает в том, что они буквально, значит, молодые супруги, они не могут вдвоем решать свои проблемы самостоятельно. То есть они не обговаривают то, что по отдельности каждого из них беспокоит в плане, допустим, совместного общения, там, ну, понятно, что это и половая жизнь имеется в виду. Там и никакого, не то чтобы опыта, информации никакой нет. Я думаю, что отсутствие опыта общения с противоположным полом, вот это все приводит к тому, к недопониманию. Они начинают обращаться за помощью к чужим людям, то есть где-то к друзьям, где-то к родственникам. Она начинает обращаться, девочка, к своим родственникам. Начинают вмешиваться взрослые люди.
То есть каждый взрослый человек, он начинает судить по тому опыту жизни и времени, которое он сам провел. А годы, они меняются, времена меняются. Они начинают советовать тот вариант, который через сами прошли. И получается, то время, которое пережили взрослые, и то время, которое сейчас проживают наши молодые, с учетом большого потока информации, такого прогресса и такой интенсивности, у них идет это все в разнобой. И получается, что вот в основном вот это недопонимание, отсутствие знания половой сферы, вот семейной жизни, что это очень главный аспект сохранения семейной жизни. Вот незнание всего этого приводит к тому, вот к этим разногласиям, и чаще всего, ну вот, получаются разводы. Вот даже мы говорили те моменты, что очень часто обращается молодежь, когда вот ребята буквально высказываются о том, что им неприятно общаться со своей второй половиной, потому что она не соблюдает общую гигиену. Мы стали вынуждены на лекциях говорить об этом, потому что это важный момент, и ребята настолько сейчас современные, они всем этим увлечены, столько всего знают, что для них это очень важный момент. Мы проговариваем с девочками на эту тему, обязательно мы об этом всем рассказываем, как это важно в сохранении близости, семейной жизни. Также мы говорим с девочками о том, что все-таки надо быть терпимее, потому что это семья, в которую она новая пришла, новая семья, в которую она пришла, она в любом случае должна адаптироваться к тем условиям, которые уже годами этот режим установлен. Да, в этой семье, вот, да. То есть какие-то есть психологические аспекты. Чаще всего вот отсутствие, не отсутствие, чрезмерно большая информация и неправильно анализируемая эта информация чаще приводит к неправильным выводам. Родители должны быть очень внимательны и ответственны, потому что мы говорим, да, семье надо, ну, девушкам говорим, что надо все это пережить, надо немножко быть, но если дело уже идет в медицинском аспекте, направлении, это уже совсем другая вещь, я думаю, что терпеть, например, какие-то законы этой семьи, что-то там делать по работе, это совсем другое, а когда вот дело доходит до медицинского обследования, вот тогда у них разлад становится еще больше. Родители несут полную ответственность за репродуктивное здоровье своих детей. И причем это не начинается с 10 лет, нет, это начинается с момента рождения. Ну, у нас сейчас вот что вот в период времени самое знаменитое, это памперс. Да. А вы знаете, что мальчишкам нельзя памперс? Потому что памперсы имеют свойство нагреваться. Наши гонады, мужские гонады, они не просто так выведены из организма, потому что они должны иметь температуру ниже 35 градусов. Да. А если они имеют большую температуру, клетки, которые имеются внутри яичка, это клетки Сертоли и клетки Лейдига, одни из них производят сперматозоиды, другие тестостерон, мужской половой гормон. Вот эти клетки, они просто не развиваются при высоких температурах. Поэтому вот эти вот гонады у нас выведены наружу, и они, грубо говоря, подальше от организма должны быть, чтобы температура там соответствовала развитию. Но как только мы одеваем памперс, мы уже вот так его вот везде заворачиваем, тем более он несколько раз в него писает, а вот эта вот вся впитывающая влага, она там еще и нагревается. И, грубо говоря, мы держим вот эти гонады в печке. Зачем? Чтобы в будущем все это потом у него аукнулось неразвитием. Удобность памперса, она диктует свое, как бы, это, потому что он очень удобен. Завязала его, через 4 часа сняла, поменяла его, он одноразовый, и выкинула, но это все вредит. Я согласен, что если надо сводить в поликлинику куда-то, вот ребенка... Это в каких-то редких случаях. Да, редких в гости, случаях, может быть, да. Там на какой-то короткий период его можно использовать, но не постоянно. Вот самое классное у нас раньше было Гоура, да, сейчас до сих пор она есть, кто-то ею пользуется, там есть своя система оттока, там завязывают ножки, они потом прямые становятся у мальчишки. Вот это ряд все. преимуществ, колыбель. Да, это преимущество. Оно годами как-то вот приходило, и вот люди как-то выбирали то, что не вредит здоровью, да. К сожалению, сейчас также имеется вот токсическая форма бесплодия, о которой мы говорили. С детских лет наши дети приучаются к кириешкам, к каким-то консервантам, к различным химикатам, какие-то напитки ужасные, там мы даже не знаем, сколько эстрогена в них. Все это, и все эти баклажки пластмассовые все.
это же все токсическая Еще форма высокое бесплодия. количество сахара. Высокое количество сахара, является идет одним из- ожирение, все. Поэтому пубертатный период – это не то, с чего должны начинать родители. Вот он родился, вы уже с момента родов должны заниматься репродуктивной функцией вашего ребенка. Должны ее беречь с рождения, как мальчиков, так и девочек. Ну, вообще, само по себе памперс – это, конечно, очень удобная вещь, но она не рекомендуемая, конечно, врачам, даже и девочкам. Вот. Потому что действительно, сфера строения мочеиспускательного канала у девочек, она очень короткая анатомически. И получается, когда действительно несколько раз туда пускается моча, мочеиспускание, засоленная моча, естественно, в каждой моче есть какое-то количество бактерий. Да. В жаркую погоду это все копится. И какое-то определенное количество микроорганизмов, оно обратным током начинает поступать через мочевой канал, через мочеиспускательный канал вверх. И получается потом, девочки чаще всего, они ночью писаются, у них получается, что они циститы очень частые, там, допустим, пробежалась, не успела, у нее уже это все вытекает. Поэтому чаще всего, и потом, в любом случае, когда долго держится этот памперс, сначала он теплый, потом он переохлаждается. Да. Это просто холодная, такая тягучая, холодная масса, которая приложена к основному органу, который отвечает непосредственно за репродуктивную функцию в дальнейшем. Да. И вот это все как будто целенаправленно, целедейственно вот это используется. У девочек, что важно, мы обязательно проговариваем про менструальный цикл, так как это основа основ зачатия, вынашивания, рождения ребенка. Вот. И получается, мы проговариваем, когда мы сейчас выезжаем в школу, мы проговариваем о том, что является нормой, в каких случаях можно будет, допустим, быть спокойными, а в каких случаях все-таки обратить внимание и обратиться к врачу. Потому что раннее выявление нарушения менструального цикла приводит к тому, если оно лечится, будет благоприятный исход. Но очень плачевно, когда уже к нам приходит молодая пара, мы начинаем обследовать девочку, то есть во время половой зрелости, получается так, что нарушение гормонального статуса обнаружили, там недоразвитие органов гениталия, это все очень с трудом начинается восстанавливаться, где-то не восстанавливается. И вот то, что касается напитков, я еще хотела уточнить, очень приходит много с бесплодием, когда мы, буквально такой вопрос уже часто ли она в молодом возрасте, употребляла напитки, то есть это девочки, подсаженные на орсиколу, подсаженные на напитки, или мальчики, то есть это на регулярной основе. Да. Начинаем обследовать на гормоны щитовидной железы, половые гормоны, нарушения у них чаще всего повышенный тестостерон, поэтому очень правильное питание, подбор пищи для своих детей, родители, конечно, должны за этим всем следить. А есть ли такие заболевания репродуктивного направления, которые происходят из инфекций или вирусов? Мы работаем в отделении услуги молодежи, оказываем это с 10 лет до 24, как сказали. У нас тоже проводятся профбеседы в школах, в университетах, в колледжах. Бывает в дискоклубах, когда проходят беседы, тоже иногда. Мы в основном всем объясняем, молодежи в основном, то, что как надо пользоваться защитой, как человек взрослеет, он уже становится жить, как правильно жить половой жизнью, и какие последствия, если человек не использует специальные индивидуальные половые защиты, например, презервативы, последствия какие могут быть. К примеру, выделения какие-то, это тоже способствует и мужчинам, и девушкам, партнерам. У них из-за выделений могут быть бесплодными, могут повлиять это на их жизнь. Различные инфекции, к примеру, микоплазия, уреоплазма, сифилис, трипанема, и различные. Стараемся объяснять, какие последствия могут быть, если человек не будет защищать свою половую жизнь.
Это значит инфекции, предыдущие половым путем, да? Мы работаем вот как раз с этой инфекцией в андрологии. Самая ужасная инфекция, которая дает стопроцентное бесплодие, это хламидия. И сейчас хламидиоз – это очень частое явление в связи с тем, что у нас очень много людей как бы приезжают, уезжают куда-то. Миграция, да? Миграция большая, и вот эта вот вся инфекция, она приводится. И надо сказать, что хламидия, если была раньше очень редким заболеванием, сейчас она имеет очень большое распространение. А хламидия, попадая именно в каникулы, вот в пути, половые пути и идя дальше к гонадам, она просто убивает клетки, которые производят сперматозоиды, и в итоге мы получаем бесплодие, которое вылечить очень и очень трудно. Половая жизнь, она должна быть безопасной. А вообще самое хорошее средство защиты – это быть верными в браке. Обращаются пациенты, они уже вот с помощью интернета, бывает еще, это много стало сейчас, прочитают, там вот думают, Какой это метод их лечения? диагноз, да, метод лечения. Бывает, приходят и говорят, вот доктор, смотрите, у меня такие-то жалобы, оказывается, это то же самое у меня. Бывает, да, схоже, но сейчас из-за того, что вот, как сказали, таблетки, медикаменты употребляют не как положено, там, не по курсу, из-за этого трансформируются некоторые болезни. Бывает же такое? Конечно. Бывает. Поэтому из-за того, что лучше обратиться к специалисту. Вот, большинство людей. И плюс еще есть люди, которые у них вот стереотипы, они боятся там кто-то что-то увидит, обращаться к врачу, к примеру, Да, вот, да. андрологу, он скажет, о, что-то с ним не так. Или к венерологу, Или да. венерологу. Не надо бояться, надо заботиться только о своей здоровье. И никто не будет страдать, а только человек сам будет потом после этого И их жалеть. семья Почему даже еще, раньше да. я не обратился к врачу? Поэтому надо следить Да, за в своим нашей здоровьем. профессии самое страшное – это все-таки самолечение. Когда какие-то народные методы, допустим, вот ко мне приходят с гнойным, допустим, воспалением, когда уже что-то делать поздно, приходится только уже резать. А что вы делали? А вот мне посоветовали горячий кирпич приложить. Ну, спасибо большое. Приложил он горячий кирпич, а там все воспаление, Воспаление. оно перешло в Перешло гнойное, в гнойное, допустим. да. Ну, к сожалению. Очень Поэтому- хотела важный момент сказать для родителей в плане воспитания девочек, полового воспитания. Ну, есть случаи, когда обращаются девочки буквально еще в самом малолетнем возрасте, когда у родителей обращаются с тем вопросом, что у девочки появились выделения из половых путей. Начинаем обследовать, и выявляются инфекции, вот эти хламидии, допустим, уреоплазма, микоплазма. Начинаем спрашивать анамнез. То есть у многих родителей есть привычка, допустим, в общую постель брать ребенка. Ага. Вот. Или же, допустим, полотенце общего пользования, там, где она пользуется, или ее супруг, она, допустим, начинает вытирать ребенка. Или общее пользование мылом. Мыло. Вот. То есть это моменты, когда, или, допустим, стирку, когда она делает, она свои вещи там с детскими вещами начинает стирать. Вот это бесперебойное несоблюдение вот этих гигиенических норм может привести к тому, что все-таки, особенно у девочек, настолько, насколько это доступно, быстрое проникновение, поэтому вот эти моменты, они должны учитывать, что у ребенка Да, абсолютно все обязательно, должно да. быть отдельно, абсолютно. Так как эти инфекции, они приводят уже, когда девочки вырастают, у них к хроническим тазовым спайкам, то есть это непроходимость маточных труб, это синехии в полости матки, это то есть считается уже как абсолютным бесплодием почти. Вот. И вот на момент, когда она выходит замуж, у нее этот диагноз уже устанавливается, и потом родители сидят, удивляются, откуда это может быть, каким это Да. образом. То есть ничего, ни операций никаких не было, Не у нее было. уже Откуда такой инфекция, спаечный да. выраженный процесс. Есть такие моменты, да, были. И к нам тоже обращались, говорит, как это, все было нормально, а у девочки, вот у невестки новой, вот такая инфекция, откуда? И обследовались и муж, и жены, говорят, у нее выявили, у него нет, откуда? Вот, с этих мелочей все и оказывается и начинает, потому что вот если вы смотрите нашу передачу с самого начала, мы вам с самого начала объясняем, что может к этому привести. Даже самые малейшие детали, какие-то, на первый взгляд, Незначительные. незначительные вещи, но видите, до чего могут дойти, даже до
развод супружеских пар, раз они любят друг друга, но все-таки взрослые вмешивались, они сказали, что откажись, у тебя все нормально, у них откуда чего-то, или может он куда-то пошел, или она куда-то чего-то, и из-за этого не понимают, что в медицине есть другие источники заболеваний, вот это начинается очень много разводов. Из-за этого получается. И решают судьбу своих детей. Вот нельзя вот это делать. Вот обязательно у вас должен быть консолиум с врачами. Вот с двух сторон родители. Вот, пожалуйста, соберитесь, приходите к врачу, посидите вот вместе и папа и мама жениха, папа и мама невесты. Вот из себя что-то сделать и разрушать семью своих детей, из-за этого нельзя. И самое главное, вот методы лечения. У нас же прогресс есть. Есть такие, да, в вашей практике, может, 5 лет, 7 лет, 10 лет, но все-таки у них появились дети. Конечно. Есть шанс. Да. Вот у меня рекорд, это 16-летний брак, 16 лет без детей. И мы выявляем, что у мужчины имеется очень такое старое варикоцеле, причем оно с двух сторон, и астенотератозооспермия, то есть там очень все сложно. Мы проводим ему операцию, после чего потихонечку начинаем восстанавливать. Слава богу, сейчас очень хорошая фармация, очень много лекарств, которые вот, способны к восстановлению после операционном периоде, конечно же. После этого произошло потихонечку, пошла нормализация вот, спермограммы, и они зачали ребенка, у них вот родился сын. 85% пар, у которых есть диагноз бесплодия, уже есть, они в течение лечения у нас в андрологии, они решаются. У нас вот в прошлом году мы провели исследование. Из всех пациентов, которым мы поставили диагноз бесплодия, а это было 427 пациентов, это только за прошлый год. И причем мы еще отслеживали их как. Вот мы периодически звоним, спрашиваем, как что дела, что. И мы уже в феврале вот этого года мы отзванивали прошлогодних пациентов. И из них 85% у них произошло зачатие в семье. То есть не родился ребенок, а зачатие произошло. А это уже большой плюс. Прогресс, да. Да. У вас тоже есть такая практика, да, опыт у вас тоже? Вообще организм – это уникальная система. Там стоит правильно, допустим, дать какой-то этот поток информации или запустить толчок, систему. У нас бывали случаи 12 лет бесплодия вот в моей практике. Мы начали с того, что мы начнем ее успокаивать, очищать организм, чтобы у нее кишечник хорошо работал, все, мы ей прописали пробиотики, то есть это было начало к тому, что потом мы ее обследуем. И вот как только она начала эту схему, то есть работа с нервной системой, с душой, там прогулки по парку, отношения с мужем, она приходит в следующий месяц, она беременная. Мы были в шоке, потому что 12 лет было бесплодие. То есть насколько она дала себе вот эту установку, положительный настрой, она настроила свой организм. Поэтому здесь однозначного такого, вообще диагноза, всегда говорили, диагноза бесплодия нету. То есть, видимо, скорее всего, настрой организма. Много скрытых вопросов, на которые иногда не бывает ответа, а иногда такие простые ответы, что буквально сам удивляешься тому, что это стало причиной выздоровления и беременности. Но я так понял, что самое главное – это взаимопонимание, поддержка в семье друг друга. Обязательно. Вот психологический аспект – это очень важный потому что момент. Вот 12 лет прожить вместе без проблем, 14-16 лет проблем, ждать и надеяться на хорошее, это тоже, я думаю, что кое-что стоит, и действительно все вместе помогли. И вот, как говорится, в таком смысле, да, чудо случилось. Проблемы бесплодия – это не только заболевания репродуктивных органов. Проблемы бесплодия еще бывают также из-за многих других проблем. Это тот же зоб, это тоже нервное расстройство, то есть заболевания щитовидной железы, да, вот мне подсказывает коллега. Это стрессы, это какие-то другие вот как бы сопутствующие заболевания, системные заболевания. Не все упирается именно в половую часть. Вот. Поэтому репродуктивное здоровье надо его брать в общем. Надо его брать не только, вот как вы вначале сказали, что
Прямо так и исключительно, вот да, так, да. андрология и гинекология. Да. А надо еще и в общем смотреть, потому что детей может не быть в семье из-за многих других факторов. Причин, да. Спасибо. Очень хорошая беседа. Я думаю, что мы к этой теме еще возвратимся не раз, потому что специалисты говорят, что очень обобщенная тема. Для того, чтобы все это проговорить, несколько дней нужно, а мы сделаем несколько ток-шоу. И я надеюсь, что с этого дня, с этого нашего ток-шоу, когда телезрители нас смотрят и внимательно прислушиваться будут к вашим советам и рекомендациям, то я думаю, что не только их жизнь, но и жизнь их детей и в будущем их поколение будет всегда здоровым. И под конец наша традиционная рубрика «Советы и рекомендации врачей нашим телезрителям». Пожалуйста. Не надо стесняться, не надо бояться обращаться к врачу. Все равно врач сталкивается с этими проблемами каждый день. То есть показать направление, даже если он не может что-то сейчас в данный момент помочь, но может направить всегда к узкому специалисту, может направить на лабораторные исследования, да, проведение всевозможных УЗИ, томографии. Там уже, конечно же, и нашим узким специалистам намного легче работается, так? То есть первичное начать лечение уже с такими заболеваниями, как зоб, анемия, то есть уже начать профилактику, да, то есть запускается уже с врачами, с поликлиническими пациенты, врачи и население, они начинают уже работать с теми отрицательными факторами, которые влияют на репродуктивное здоровье. Поэтому первое, что бы я хотела бы это сказать, предложить и вообще, чтобы не боялись обращения. Да, самолечение это ужас, это тот кошмар, с которым потом врачи сталкиваются, мучаются. Потом многие говорят, что лечение специально затягивается или еще что-то придумывает в свое оправдание. Поэтому сначала обратитесь к врачу. Вот это мое пожелание нашим жителям. Здесь, конечно, родителям больше всего пожелания, потому что действительно, как коллега сказал, прям буквально с рождения это все имеет значение, поэтому это очень такой момент счастья, когда у тебя ребенок, но это еще и большая ответственность за его будущее. Поэтому, уважаемые родители, надо отнестись абсолютно серьезно ко всему, каждой мельчайшей ситуации, событию, которое происходит с вашим ребенком, даже это проблемы в школе, даже это проблемы в детском саду, даже это плохой сон. Старайтесь обращать внимание, потому что все это буквально по частичкам складывается, а потом создается какая-то одна большая проблема. Вот, а для мальчиков и девочек развивайтесь, не бойтесь, действительно, обращайтесь, будьте внимательными, информативными, прогрессируйте, общайтесь, любите жизнь, любите все друг друга, будьте осторожными и будьте умничками, потому что если каждый будет следить за своим здоровьем, у него жизнь просто сложится как никогда лучше. Запрещенные там химические, химикаты, приправы, там красители разные, консерванты. Употреблять здоровую пищу. Чтобы быть здоровым, надо в здоровом теле, здоровый дух должен быть. Заниматься там разминками, зарядками различными, здоровую пищу, здоровую еду, там не употреблять. Да, каждому хочется пить там арсиколы, кирешек, да, но все в силу нормы. И заниматься своей здоровьем. А я бы хотел пожелать родителям оставлять все свои проблемы на улице и домой, когда заходить к детям, быть любимыми родителями и никогда не сваливать на детей свой вот этот уличный негатив, который они там получили, и что дома они должны быть с детьми всегда открытыми, радостными, хорошими, счастливыми. Они должны учить их этому, потому что только в таких детях потом зарождается здоровье, здоровый ум, здоровое мышление, оно ведет к повышению иммунитета, а иммунитет это самая важная часть нашего организма.
Вот. И как вот коллега мой сказал, поменьше химикатов, должна быть старая, добрая вот это вот закаливание, обливание холодной водой, пробежки по утрам, солнечные ванны. Есть очень много таких старых методов, о которых мы забываем. Дышать свежим воздухом, ходить в походы. Вот. И для мальчишек обязательно это занятие спортом. И обязательно после 12 лет, я думаю, каждого мальчика надо сводить к андрологу, потому что родители стесняются. Когда мы, допустим, моем своих детей в ванночках маленькими, мы за ними смотрим. Но вот как только им становится 10-12 лет, они сами купаются, закрывают дверь ванны, и ты уже не знаешь, что с ним происходит, как. Но все это может посмотреть андролог, он может посоветовать что-то исправить и направить на этот правильный путь воспитания. Я очень надеюсь, что каждый ваш совет в жизни наших телезрителей, он понадобится. И, конечно же, в будущем, как мы говорили, все наше население будет всегда здоровым, счастливым и, самое главное, благополучие в семье. Охрана репродуктивного здоровья представляет собой совокупность факторов, методов, процедур и услуг, оказывающих поддержку репродуктивному здоровью и содействующих благосостоянию семьи или отдельного человека путем профилактики и решения проблем, связанных с репродуктивной функцией. Потому что об этом несколько раз сегодня наши специалисты говорили. Репродуктивное здоровье человека и общества тесно взаимосвязаны. Обобщая выше приведенные факты, надо ясно отдавать себе отчет в том, что формирование индивидуального полового поведения происходит постепенно с возрастом. И все это время нельзя недооценивать роль родителей как образца для подражания, а также роль друзей, школы и всего нашего общества в целом. А самое главное – повышение их ответственности, то есть родителей и молодежь за свою собственное здоровье. С вами было ток-шоу «Мой семейный доктор» и я, его ведущий Насим Абдулзода. Отдельная благодарность Центра формирования здорового образа жизни Сагдийской области за содействие в подготовлении нашей передачи. Берегите себя и свое здоровье. До новых встреч. Удачи вам.